доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее актуальных темах и беседуем с наиболее интересными, знающими эти темы людьми. Сегодня у нас в гостях Александр Хара, дипломат, член Майдана закордонных справ. Майдан закордонных справ — такая организация общественная, да, громадская, состоящая в том числе из многих дипломатов. Вот, и к тому же один из таких серьезнейших украинских интеллектуалов, в моем рейтинге. Мне всегда интересно знать мнение Александра по разным вопросам. Витаю вас. Спасибо. Спасибо за приглашение. Мне чрезвычайно приятно с вами не только в эфире общаться. Вот, и начинаем мы разговор с темы, которая гремит на весь мир сейчас. Это тема покушения в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь. Вот что вам последнее известно об их состоянии, потерпевших, и о том, как реагирует мир и Британия на вот эти новые доказательства и на это интервью странное каналу Russia Today этих убийц? Ну, безусловно, самое главное, что они живы. Если мы говорим о дочке, то она в более хорошем состоянии. По большому счету, она, ну, как бы сама, то, что называется по-украински, может дать себе раду. То есть она абсолютно самостоятельно может принимать какие-то решения, делать что угодно. В отношении самого объекта покушения, да, устрашения, то есть проблемы. Насколько мне известно, этот человек не может сейчас говорить, ему это сложно. Фактически он дышит благодаря искусственному дыханию, трубкой. То есть легкие не работают? Да, то есть как бы есть проблемы. Ну, возможно, это как бы еще, то есть может быть это правдивая информация, а может быть просто его оберегают от того, чтобы, собственно, поддавать какой-то там публичности и прочим вещам. Это тот официальная версия, которую дают британские. Да, то есть это я, естественно, я опираюсь в большей мере на британские средства массовой информации. Собственно, власть сама не особо много об этом говорит. Она, естественно, больше сконцентрирована на то, чтобы консолидировать Запад для того, чтобы дальше увеличивать давление на Российскую Федерацию. Фактически, как бы, русский подход их там нет, и вот этой вот тотальной лжи, он играет против русских, поскольку, ну, вот если так вспомнить, изначально, когда значит, Тереза Мэй сказала, что у них есть достаточно достоверная информация, что это сделали русские, либо же это может быть по недоусмотрению, по халатности это оружие попало в третьи руки. И, соответственно, они потребовали от Москвы дать отчет и, соответственно, сотрудничать с следствием. Ну и, естественно, они понимали, что такого не будет, учитывая отношение Путина к Британии, учитывая то, что, скажем так, достаточно много преступлений уже было сделано, от которых он отказывался. И, соответственно, сработал этот ультиматум против России, были введены санкции. Они немножко с ними играют, да, с россиянами, британцы? Безусловно. С одной стороны, вы знаете, как бы все-таки те люди, которые привыкли, у них есть определенный понятийный аппарат, есть какие-то определенные правила у спецслужб в том числе. И поскольку как бы здесь, ну, вышло наружу, то было бы логичным, чтобы, скажем так, закрытыми каналами могли сказать: да, мы ошиблись, мы сделали такую вещь, это было, там, вышло из-под контроля, можно было списать на кого-то, на мелкого кого-то клерка, вот, и уладить эту ситуацию. В Москве этого не сделали. Ну, по большому счету, мои знакомые британцы, которые отслеживают эту ситуацию, которые знают, что, как работают спецслужбы, говорят: мы бы поняли сигналы, например, если бы кто-то из высокопоставленных грушников был бы отправлен на пенсию, да, то есть как бы, ну, это была бы такой сигнальчик. Это смягчило бы, могло бы смягчить? Отчасти бы смягчило, но на самом деле как бы тот вал, ну, поскольку Скрипали это как бы один момент, потом, естественно, к сожалению, получилось так, что абсолютно непричастный человек погиб, это женщина. Это, естественно, было бы, не давало бы возможности замять эту ситуацию, это раз. Во-вторых, британцы сразу делали акцент на том, что не просто это внесудебное убийство, да, это применение химического оружия, запрещенного конвенциями на территории страны-члена НАТО. То есть они сразу как бы очертили немножко другую, не просто убийство как таковое, да, это как бы вина здесь больше, нежели просто убийство. Потому что до этого были другие убийства, которые теперь в цепочку складываются. Был и Березовский, и несколько человек, связанных с теми, кто, ну, то есть беглыми олигархами, или же те, кто занимался, раскрывал коррупцию высших эшелонов российской власти. То есть какие-то странные были смерти. Кто-то там сердце остановило, у одного человека нашли в желудке экзотические растения, которые, ну, на европейском континенте не произрастают, и он, собственно, тоже умер как бы естественной смертью. И, соответственно, как бы картинка
согласилась. Ну, естественно, Литвиненко. По большому счету, первое серьезное охлаждение отношений, оно произошло после Но тогда Литвиненко. как-то замяли, как-то не хотели портить отношения. Здесь что сыграло роль? То, что применено брутальное военное химическое оружие на территории Британии? Ну, вы знаете, применение радиоактивного вещества в центре Лондона тоже не очень хорошая штуковина, но тогда, я напомню, что Тереза Мэй, нынешний премьер-министр, тогда возглавляла, собственно, то, что у нас называется Министерство внутренних дел. Примяли и они решили замять это дело, учитывая как бы взаимную зависимость, прежде всего, в финансовой и экономической сфере. То есть хотели как-то с россиянами, с Путиным договориться, чтобы типа, ну мы все понимаем, но вот так вот случилось, больше но впредь больше не надо, больше так не делай. Но мне кажется, он даже мне сказал, больше так не буду, и продолжил в совершенно таком же стиле. Ну, безусловно, поскольку как бы это ж не, на самом деле не сейчас придумано, это не только Путин, по большому счету вся российская система и советская система, она была в поиске постоянных провокаций и проверок другой системы на прочность. Во времена Холодной войны разделенный Берлин был той площадкой. Если, то есть там очень хорошо следили, если мы сделаем какую-то провокацию, то есть перебежчик. Реакция какая? Да, если реакции нет, значит можно идти дальше. Но на тот момент, естественно, Соединенные Штаты были в тонусе и держали европейцев в тонусе. И по большому счету у такого разнообразия взглядов на Россию, что а давайте мы лучше будем торговать. Вот они нас убивают или там кибератаки вмешиваются. Да, мы давайте с ним сотрудничать. Да. Такое, естественно, но Путин в этом плане хорошо их учит, к сожалению, через страдания других людей, но учит их очень хорошо. Договариваться со мной не надо, говорит он прямым текстом. Я непредсказуем, вернее, наоборот, предсказуем в отрицательном смысле. Да? У нас сейчас я хочу представить на связи Андрей Сидельников. Андрей российский оппозиционер, который бежал, можно сказать, в Лондон. Он представитель международного движения «Говорите громче». Андрей, привет. Андрей Сидельников у нас должен быть на связи. Андрей? Я на связи, мы тебя видим, да. Я сегодня прочитал пост твой в Facebook, в котором ты пишешь о том, что вы, то есть ваше движение «Говорите громче», главой которого ты являешься, и такие настоящие оппозиционеры, живущие в Британии, будете требовать жесткого наказания сотрудников посольства российского, поскольку уже из расследований, из известных деталей расследования, понятно, что там медик был задействован, доктор Менгеле какой-то, да, такой в нынешнем виде, который помогал отравлять, и какой-то еще представитель посольства. Вот расскажи, как развивается событие в отношении именно российских дипломатов, и что власть британская предпринимает в ответ на вот такое поведение, и после того, как вышло это абсолютно дурацкое интервью, которое только хуже еще сделало все с этими двумя террористами грушными. Ну, на самом деле, нужно начать от того, что только стала известна информация, что был покушение на Скрипалей. Дали пример в Великобритании, письмо с видением санкций, какие действенные меры могли бы быть приняты в Великобритании для того, чтобы исключить в дальнейшем подобные случаи. И тогда уже мы сказали, что одним из пунктов было, что нужно посольство закрыть полный, не закрыть, а выслать всех сотрудников посольства, потому что они являются, в общем-то, на наш взгляд, никакими не дипломатическими работниками, а это, в общем-то, сотрудники российских спецслужб. Вот. Ответ из правительства был получен после этого. Нам, в общем-то, так, в мягкой форме сказали, что правительство рассматривает разные способы. В общем-то, никаких действенных шагов не было предпринято, кроме того, что вот была группа людей уже выслана из Великобритании, из российского посольства. Сейчас же, когда действительно новые данные начинают всплывать в связи с этой химической атакой российского государства на территории Великобритании, мы очередное письмо подготавливаем, и на днях мы его отправим, опять-таки, премьер-министру Великобритании, где уже действительно мы не будем говорить про наше видение, мы будем уже требовать действительно для того, чтобы исключить подобные случаи, им действительно необходимо просто признать посла Яковенко персона нон-грата и выслать полностью весь дипломатический корпус. Пусть присылают новую команду, которую, я надеюсь, спецслужбы Великобритании уже установят четкие вообще возможности их отслеживания
скажем так. Андрей, скажи, пожалуйста, вот ты находишься внутри ситуации в Британии, видишь все это, как меняется ситуация, меняется отношение власти, общества Британии к российским властям и к России. Вот считаешь ли ты адекватной и достаточной реакцию Британии на данный момент, когда вот эти обстоятельства все вскрылись, или все-таки чувствуется еще такое желание как-то дать шанс Москве смягчить эту ситуацию? Ну, на самом деле желание такое не чувствуется, но в то же время никаких шагов, пока во всяком случае, после вот той высылки дипломатов, которая была как раз во время первой информации об отравлении Скрипалей, сейчас правительство не делает никаких, во всяком случае, видимых шагов, одни какие-то заявления, ни одного пункта санкций не было введено после вновь открывшихся обстоятельств. Поэтому как-то пока я не очень понимаю, почему правительство Великобритании, я, конечно, понимаю, что много других проблем, не столько связанных с Россией, сейчас в Великобритании навалилось, но на наш взгляд, это действительно первоочередные задачи, которые правительство должно сейчас предпринимать шаги, потому что, в общем-то, у населения, можно сказать, такое в полупаническом состоянии существует. Вы, наверное, слышали о вчерашнем инциденте, опять-таки, в Солсбери, когда, сейчас стало известно, что просто отравились, то есть никакой атаки химической не было, но приехали на место медики, и они вызвали полицию, потому что признаки, которые произошло это вчерашнее отравление в одном из ресторанов недалеко от места, опять-таки, вот этого заражения, где травили Скрипалей, были похожи симптомы именно на вот те, которые были как раз и у Сергея Скрипаля, и у Юлии, и его дочери. Поэтому, в общем-то, сразу же действовала моментально полиция, оцепили вокруг все, собственно, кварталы, людей начали обследовать. Действительно паническое состояние, потому что, в общем-то, неизвестно, где новичок там или Полоний вообще обнаружится, в какой квартире вообще в Великобритании в следующий раз. Вообще, конечно, гениальная история. Навести панику среди даже простых жителей Великобритании – это, конечно, феерический успех Владимира Путина. Я думаю, что он в обратную сторону должен сработать, конечно. Ну и вот этот поток лжи и достаточно топорной пропаганды, которую мы наблюдаем в последнее время, все знаменитые, обросшие мемами вот это интервью этих двух таких интересных ребят, значит, из ГРУ. Это не смешно, конечно, на самом деле это убийцы. Но скажи, какая реакция на это? Извини, какая реакция на это британской власти и СМИ? Поверили этому интервью на Russia Today? Во всяком случае, то, что я слышу, то, что я вижу из средств массовой информации уже Великобритании, из телевидения и газет, конечно же, просто веры ноль. И это, наверное, может быть единственный положительный такой эффект деятельности преступного режима Путина, потому что, во всяком случае, если, как мне кажется, если раньше были иллюзии у британских политиков по поводу взаимоотношений с российской стороной, то после уже этого интервью, мне кажется, иллюзии уже должны были раствориться, и многие политики из различных партий, они, в общем-то, высказали свое мнение, что совершенно не доверяют вот этой вот какой-то клоунаде, которая была показана из Москвы на весь мир. И я, честно говоря, сам не очень понимаю, для чего это было сделано. То есть это уже вот настолько дается месседж Путиным, что нам плевать вообще на весь мир, нам вообще все равно, что вы думаете, мы будем делать то, что хотим, мы будем захватывать те территории, которые мы хотим, мы будем убивать тех людей, которых мы хотим, и вы нам ничего не сделаете. Вот мне кажется, он берет измором. Ну и последний вопрос, если можно коротко ответить. Сделает что-то Британия такое, по-твоему, что немножко отрезвит этих товарищей? Я хотел бы надеяться, что сделает, но что-то мне подсказывает, что это будет очень долго, во всяком случае, ответ идти будет очень долго. Не знаю, хотелось бы, чтобы это как-то прояснилось, но я боюсь, что действительно слишком много других проблем на сегодняшний день, не только в Великобритании и в мире, чтобы вот как-то заниматься отдельно шизофреником, который засел в Кремле.
Спасибо, Андрей. С нами был Андрей Сидельников из Лондона, российский оппозиционер, который находится в Лондоне по причинам понятным, да, потому что из России его выжили. Вот Андрей затруднился дать прогноз по реакции. Что-то как-то действительно тихо все, и кажется, Саш, что они опять проглотят и до следующего преступления. Нет, я тут немножко не согласен. Ну, с одной стороны, не согласен в том, что как бы все британское общество и политики уже поняли, с кем имеют дело. Нет, но есть господин Джереми Корбин, это такой очень левацкий товарищ, который постоянно говорит о том, что... Надо понять Путина. Да, то есть как бы он такой Путин-ферштейер, да, то есть есть в Германии такая категория. Вот. А с точки зрения реакции, она уже достаточно сильная, но следует вообще как бы посмотреть больше в стратегическом контексте. Британия выходит из Европейского Союза, и, соответственно, ее роль и возможность этой маленькой страны в территориальном, в ресурсном плане увеличивать свой вес в политическом Да, раньше бы по-другому было. Раньше бы они смогли быстро консолидировать ЕС на ответные санкции. Но сейчас как бы, вы-то хотели Брексит, да? Ну вот у вас Брексит, а у нас тут торговля, газ течет, там, сыры продавать должны. Да, безусловно. То есть как бы есть момент то, что в ЕС уже они не играют и будут играть все меньшую роль, и после того, как они тут выйдут, да, они будут более свободными действовать как-то самостоятельно, но, естественно, тягаться с Россией в каком-то плане им будет сложнее. Но есть другие вещи. Например, сокращение оборонного бюджета. Было вот буквально в этом году закрыто несколько авиационных баз на севере, которые еще со времен Холодной войны были, естественно, направлены против Советского Союза. Есть проблемы, например, с, скажем так, модернизацией ядерного щита своего. То есть есть определенные проблемы, которые показывают, что Британия, ей тяжело справляться, и, соответственно, в Кремле решили, что можно с ними... Плюс следующий момент, Британия сама пытается удержаться, усилиться, удержать, скажем, единым фронтом НАТО. И в НАТО фактически, как и у американцев, то у британцев и в НАТО есть подход 3D. То есть получается defense — это защита, deterrence — это сдерживание, и диалог. Собственно, они не закрывают каналы коммуникации, поэтому и это важно. На самом деле, как бы нам хотелось... Какой диалог? С ним никто не разговаривает. Нет, все равно есть, например, есть вопросы по Сирии, еще каким-то, где возможно столкновение сверхдержав, точнее так. Понял, поэтому здесь диалог нужен и между НАТО и Россией, и между Соединенными Штатами и Россией, и, соответственно, британцев. Плюс, естественно, экономические нюансы, поскольку здесь с Брекситом связано и вот этими последними скандалами с отмыванием денег, Сити, лондонский центр, финансовое сердце и Британии, по большому счету, европейского континента, оно, естественно, они хотят сохранить, они не хотят резкого оттока капитала и прочее. С другой стороны, сейчас идет, например, британское правительство не очень довольно некоторыми офшорными территориями, которые в юрисдикции Соединенного Королевства входят. И, то есть, они пытаются докопаться, чтобы была достаточно прозрачная система и так далее. То есть они эти вещи делают. В отношении российского шпионажа однозначно, что в ключевых государствах Европейского Союза они есть, эти сети есть, и они очень нагло действуют. И британцы поставили себе за цель, они об этом говорили так мимоходом, когда оглашали все шаги, которые будут предпринимать. Естественно, самые яркие это была высылка дипломатов, так условно дипломатов, потому что мы понимаем, что эти люди занимались деятельностью, которая противоречит Венской конвенции про дипломатические отношения, то есть они были шпионами. Но там и был момент о том, что подорвать деятельность российских спецслужб, а это в частности Главное разведывательное управление, служба внешней разведки на территории европейских государств, членов НАТО. И эта работа, она просто негласно действует. Вот, например, буквально недавно, сегодня-вчера была информация, что в Нидерландах было задержано 2 российских шпиона, которые пытались организовать, собственно, вторжение в военную лабораторию в Швейцарии, где изучается этот новичок, собственно,
как бы Вообще, для конечно, расследования. поражает масштаб деятельности. Ну, безусловно, на самом деле Россия ничего не может, она производит страх, то есть оружие производит, да, и продает энергетику. Ну, не скажем, мало что получается именно, наверное, в шпионском смысле, да, но на попытки мы наблюдаем по полному фронту, да, если говоришь, даже в лаборатории. Как бы, знаете, операции влияния у них получается, но как бы здесь какой момент? Я уже не раз об этом говорил. В свое время один из прусских генералов охарактеризовал свое государство как то, что есть армия и при нем прусское государство. Россия современная – это спецслужба или спецслужбы, и при нем есть государство. Это как бы... Так вот, проблема в том, что по большому счету Путин использует те специфические методы, которые нельзя в таком масштабах. Делает, что умеет, короче. Ну. Да, мы закончим пока тему с покушениями на Скрипалей. Следующая тема у нас актуальна, тоже касающаяся международных дел. Сегодня президент Петр Порошенко встретился в Киеве с двумя экзархами Вселенского патриархата, люди, которые сюда прислал патриарх Варфоломей. Они встретились с президентом, епископ Эдмонтон из Западной епархии УПЦ в Канаде Иларион и архиепископ Памфильский из Западной епархии УПЦ в США Даниил. Они рассказали, с какой целью приехали в Украину и о том, как идет подготовка представления автокефалии. Давайте послушаем прямую речь владыки Даниила об этом. Цього разу ми приїхали з надзвичайною місією. Представляємо особисто Вселенського патріарха Варфоломія і одночасно священний синод Вселенської патріархії Константинопольської для того, щоб продовжити працю над вже вирішеним питанням, що початок процесу надання автокефалії Українській православній церкві розпочався. Ми є, ви чітко помітили, ми є на прямій, котра йде до фінішної лінії. Нам багато працювати над цим питанням, звісно, є. І дозвольте навіть не згодитися із певними засобами масової інформації, що ми приїхали сюди не для того, щоб розділити українське православ'я, а наоборот, зробити ще більше кроків для того, щоб принести та всім бажане єднання для Української православної церкви. Ми готові для чіткої співпраці із Українською православною церквою Київського патріархату. Звісно, готові для діалогу і доброї співпраці з Українською православною церквою в лоні Російської православної церкви, а також із Українською автокефальною православною церквою. Это были слова экзарха, одного из экзархов патриарха Варфоломея, извините, я не силен в этой терминологии. Сейчас мы посмотрим, какова была реакция Московского патриархата, который еще на прошлой неделе заявил на внеочередное совещание, Партхозактив собрали свой, заявили, что готовы к полному разрыву отношений с Константинопольским патриархатом, и именно из-за автокефалии, которую готовится Константинополь, Стамбул, ну, в смысле, церковь, патриархат Константинопольский дать Украине. И давайте послушаем, что по этому поводу сказал представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата товарищ Иларион. Я полагаю, что решение направить экзархов в Киев принято именно сейчас, потому что кто-то в Константинополе очень торопится завершить весь этот автокефальный проект, пока у власти находится президент Порошенко, который очень активно поддерживает этот проект. И я не думаю, конечно, что то, что произошло, закрывает двери для диалога. Но наше сегодняшнее решение — это сигнал Константинопольскому патриархату о том, что если действия подобного рода будут продолжаться, мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение. А что это будет означать? Это будет означать, что Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава 300-миллионного православного населения планеты, и о котором так говорят в средствах массовой информации, уже не будет главой 300-миллионного населения. По крайней мере, половина этого православного населения планеты не будет его признавать даже в качестве первого среди равных.
Ну, я позволю себе короткий комментарий. Как говорится, все, что умеем, шантаж, угрозы. Но и уже на это такой же пинг-понг начался с Москвы, Стамбула. И вот она поступила реакция Константинопольского патриархата. Там говорят, что автокефалия Русской Православной Церкви, то есть вот самой всей этой церкви московской нынешней, была самопровозглашенная, недействительная, без разрешения Вселенского патриархата. То есть как-то там, не знаю, там аннексировали себе право быть автокефальной церковью. Об этом в интервью интернет-изданию «Церквариум» рассказал епископ Константинопольского патриархата, архиепископ Тельминский Иов. Давайте послушаем, что он сказал. Даже если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашена в 1448-м, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриарха. Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии. В 1589-1590 годах Вселенский патриарх Иеремия II просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено московскому архиерею называться патриархом при условии, что он должен поминать патриарха Вселенского и считать его как своего главу и первого, как сказано в грамоте. Ну, в общем, далеко дело зашло. Как бы для меня очевиден клинч такой серьезный, как бы уже на последнем флажке. Ну, а как это видится священником Киевского, прошу прощения, патриархата Украинской Православной Церкви, мы сейчас узнаем у отца Сергия Дмитриева, который у нас на скайп-связи. Приветствую вас, отец Сергий. Да, добрый вечер. Отец Сергий, вы не являетесь там предстоятелем Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, однако являетесь одним из известных священников, занимаетесь социальной работой, ну и как бы именно то, за что ваша церковь любит, это помощь фронту, помощь людям, которые по-настоящему борются за Украину. Вот вы все это наблюдаете как священник. И что? Чем это все, чем эта бийка закончится, такая пока словесная? Ну, я прямо там не такой специалист, я больше занимаюсь социальной работой, спасибо за комплимент. Но я бы хотел сказать, что, как показывает история, всегда неправда проигрывает. И в данном случае очень больно смотреть. Все равно же это христиане и священники, которые не могут сделать шаг такой простой, смириться, попросить прощения, признать свою неправоту. И наступает момент, когда неправоту нужно признать просто. А мы видим просто людей с крестами, которые там с куполами там золотыми в храмах, они не могут проявить вот эту христианскую любовь и признать свою неправоту перед мировым православием сегодня. И самое главное, наверное, чтобы так наши телезрители поняли, церковь всегда должна объединять людей. И мы видим одну церковь сегодня в Российской Федерации, которая разъединяет людей, продолжает устраивать раскол в Украине разными методами, разными способами, с одной целью — не потерять влияние над Украиной. Потому что сегодня Российская Федерация потеряла влияние политическое, экономическое, можно так и сказать. И ей оставалось одно — это влияние церковное. Украину в церковном сообществе представляла всегда Российская Федерация. Вот последний визит встречи Кирилла на Кубе, или когда Кирилл приезжал к Варфоломею, и украинский вопрос представлял именно предстоятель церкви, патриарх Московский, а не митрополит Владимир. И они просто теряют полностью все рычаги. И я думаю, что порядочный священник сегодня в Украине должен просто прийти в объединенную церковь, которая будет ближайшими днями создана, чтобы в Украине была самостоятельная церковь, которая будет со своим народом и вернет историческую справедливость Украине. И второй вопрос у меня к вам, отец Сергий. Вот по вашим ощущениям, все-таки мы с Александром Харой, который тут сидит в студии, не погружены внутрь церковной жизни, естественно. И мне вот, например, интересно, и Александру тоже, вот на уровне священства вы все-таки как-то общаетесь, как-то смотрите ситуацию. Вот вы сказали про христианское смирение и объединение. Вот представим, что завтра утром приходит там Томас, да?
И вот пришел Томас. И что происходит со священством и с прихожанами храмов Украинской церкви Московского патриархата? Если можно, коротко, ваш прогноз. Но если коротко, как я понимаю, будет создана единая структура, в которую войдут представители Киевского патриархата сегодня, автокефальной церкви, и те епископы, которые пожелают из Московского патриархата войти в эту структуру, вновь созданную церковь с приходами и священниками. Будет создана единая поместная украинская церковь. Все остальные церкви, которые в Украине называются Московский патриархат или Украинская православная церковь, сегодня так она называется, они будут называться честно Русская православная церковь в Украине. Президент сегодня обещает верным Русской православной церкви на территории Украины соблюдение их религиозных прав и свобод, как в любом европейском государстве. И все. Но называться она будет, по закону уже должна называться Русской православной церковью, я правильно понимаю? Она должна называться так, как она должна называться. Вы сейчас показываете сюжет, где патриарх Кирилл дает указания митрополиту Ануфрию по скай-конференции. Это видео есть на сайте Русской православной церкви, там очень четко показывается подчинение украинских епископов патриарху Московскому. Он говорит Ануфрию: «Владыка, мы вам сообщим о наших результатах, что вам делать дальше». Вот вся самостоятельность Украинской православной церкви, которая в Украине называется Московский патриархат. И вот этого, я думаю, больше не будет. Будет четко Русская православная церковь, которая находится в Украине. И люди могут сделать выбор. Их никто не будет обманывать, как их обманывают сейчас в каждом храме. Храмы переходить в эту единую поместную церковь? Совсем короткий ответ, если можно. Вот община собирается, как это может выглядеть? У вас выступал не так давно владыка Евстратий Заря, спикер нашей церкви, и на страничке в Фейсбуке очень подробно каждый день он отписывает все подобные вопросы, что будет происходить и как это будет выглядеть. Я предлагаю слушателям и телезрителям смотреть его страничку в Фейсбуке «Евстратий Заря». Я думаю, что владыка говорил у вас на передаче последней о том, что собственность приходов, монастырей принадлежит религиозной общине, и община будет иметь право юридическое после принятия законов, когда будет подписан документ о самостоятельной церкви, перейти в лоно единой поместной украинской церкви. Спасибо, отец Сергий. С нами был отец Сергий Дмитриев из Украинской православной церкви Киевского патриархата. И перед тем, как я прошу Александра Хару прокомментировать эту ситуацию, именно внешнеполитическую, серьезную, мы сегодня опрос запустили на Facebook-странице телеканала АТР. Очень простой вопрос. Чи підтримуєте ви автокефалію Української православної церкви? Проголосовало на почти 450 человек. 96% ответили «да», 4% нет. А теперь ваши комментарии к тому состоянию конфликта, находится сейчас ситуация, и как это будет развиваться, на ваш взгляд. Безусловно, это любопытная тема не на один час разговоров, даже если не касаться, собственно, теологических вещей. Я в каноническом праве однозначно не специалист. Естественно, могу только с точки зрения истории и внешней политики. С точки зрения истории. По большому счету, русский и российский, потом советский империализм, он был основан еще Иваном III, который говорил о том, что собирание земель русских, то есть он таким подводил законное основание завоевывать города Руси, Киева, соответственно. Второе, это Третий Рим, Филофей огласил, что другого быть не может. Давайте мы вспомним, что тогда как раз-таки было падение Константинополя, 1453 год. Но дело в том, что, во-первых, даже с точки зрения фразеологии, Второго Рима никогда не было. Новый Рим, Константинополь, он как был, так он и есть. Да, с точки зрения светской власти, в 1453 году он перестал существовать. А с точки зрения духовной, православной, он оставался и остается до сих пор. Прервана эта линия не была. Поэтому это фейковое мессианство русским, то есть Третий Рим, оно сейчас заканчивается, поскольку мы посмотрим, да, конечно, это будет тяжелый процесс, не на один год размежевания и вхождения тех, кто, скажем так, сейчас под Московским патриархатом находится, когда, я думаю, что произойдет произведение, они поймут, что это не церковь в полном смысле слова, это
больше, скажем, инструмент влияния, это политический инструмент. Вот давайте вспомним, в Святом Писании написано «Кесарю, кесарю, Бога Божье». И если в нормальных странах действительно есть разделение этих вещей, то в Российской Федерации фактически Московский патриархат является департаментом пропаганды и военной дисциплины, и они по большому счету пытались... Александр, я был недавно в Чернигове. Прекрасный город, одни из самых древних храмов в Восточной Европе. И один из храмов, я забыл название, к сожалению, как раз относится к Московскому патриархату. Так вот, у них при входе, прямо заходишь в храм, и стоит такая стенгазета, доска объявлений. И там вся пропаганда российская на страницах распечатанных, но вот только портрета Путина нет. И ходят, даже пристают ко мне, просто не знали, кто я, мы зашли там с экскурсионными целями смотреть. Подходят эти служащие, женщины, там, мужчины, и начинают проповедовать за Россию, Майдан, зло, там, вот это все, да. Вот, наверное, такие, может быть, останутся до конца. Но большинство людей, которые просто ходят в храм, вот мой прогноз, не знаю, согласишься ты или нет, что люди перейдут даже с радостью в поместную единую церковь. Мне сложно сказать пропорцию. Однозначно, что этот процесс, он уже происходит. Да? И, кстати, очень часто, когда из Москвы говорят о захватах церквей и прочее, на самом деле в большинстве случаев это как раз община, которая принимает решение. Ну, поскольку, если, например, представьте себе, кто-то погиб на Востоке, да, например, не хотят отпевать этого человека, или мы помним с ребенком, который якобы не в той церкви был крещен, хотя с точки зрения, это не один священник объяснял, без разницы, там, Киевский патриархат считается московским, неканоничным и так далее, и так далее. Но с точки зрения канонов христианства, я не говорю православия, нет разницы, то есть если раз крещен, не может быть двойного крещения на самом деле, то есть как бы это вообще нонсенс, такого быть не может. И поэтому... Просто омерзительное поведение, скажем так, по-светски. Просто как бы я говорю немножко о чем, что есть фетиш вот этого каноничности. И очень многие говорят, да, ну как бы нам мы все не понимаем, нравится, но Киевский патриархат какой-то не совсем сейчас каноничный. пройдет этот фетиш, вот и что. Вот, абсолютно, как бы это будет очень важный момент, когда, собственно, будет материнская церковь, а для нас материнская, естественно, не Москва, а Константинопольская церковь, она даст каноническое, собственно, как бы, грубо говоря, дать легитимизацию церкви украинской в полном смысле слова, хотя я не хочу говорить, что что-то было не так до этого. Вот. И тогда для большинства вот этот фетиш мессианский, Третий Римский, он пропадет. Мы видим, что, ну, это еще господин Дзержинский говорил о том, что без Украины не может быть империи, восстановления империи России, и эта империя рушится. А империя всегда была основана, и империя, я имею в виду российская, и империя советская, на идее мессианства. Ну, да. Третий Рим это раз, но потом первое государство для рабочих и крестьян. Путинская Россия ничего не могла придумать, она придумала такой гибрид, такой суррогат абсолютно несовместимых вещей. И по большому счету потихонечку это все отваливается. И вот это то, что сейчас происходит в Украине, когда мы получим, однозначно уже и экзархи говорили об этом, и приближенные к Варфоломею говорили, вот как раз, собственно, когда были переговоры в Стамбуле последние между Гундяевым и Варфоломеем, о том, что материнская церковь в обиду не даст. То есть они, собственно, сигнализировали... У вас есть, Саша, какие-нибудь есть сведения такие бэкграундные, когда это произойдет? Это сложно, вот, как бы, с одной стороны, как бы плохо, что мы не имеем какой-то информации конкретной, с другой стороны, хорошо, что ее нет и нет как бы спекуляций, то есть идет церковный процесс, идут переговоры, вот экзархи это приехали. до Нового года может решиться? Я не могу... Были прогнозы, что в сентябре даже говорили октябрь, но это сложно прогнозировать, потому что есть определенные процедуры церковные. Вы же видите, как, знаете, Константинопольская церковь — это древнейшая православная церковь. Но они хотят, чтобы все было так, чтобы никто не подкопался. Да. И вот как бы, когда говорят, ребята, вспомните, что вы самопровозглашенная церковь, и вы не каноничны. Конечно, да. То есть, собственно, как бы архивчики они есть. Вот это вот понимание, как кто и где и когда что сказал, это все есть. Возможно, православная церковь Вселенского патриархата не такая мощная с точки зрения разведки, как католическая. С материальной точки зрения, например, как русская православная. Безусловно, здесь они проигрывают. Но и сыграла очень важную роль вот это желание Третьего Рима, так называемого Третьего, закрепиться и урезать фактически. Но они покусились на патриархат, на самом деле, на Константинопольский, они пережали, но с нахрапом. Это как, вот, как, извините, как Солсбери, в принципе.
принципе. То есть они выбирают методы и тон такой в общении с людьми, которые, ну, как вот даже самых толерантных людей выводят из себя и приводят к каким-то Безусловно. эффектам. И вот сейчас мы посмотрим очень важный момент, кто, скажем так, вот в этом разрыве, при остановке контактов, которое было оглашено Москвой, кто присоединится. Ну, говорят, что сербская церковь, может быть, тут понятно, какие-то, скажем, влияния. И второе, возможно, антиохийский патриархат, это Сирия. И мы понимаем, что жизнь и благополучие христиан в Сирии очень сильно зависят от Асада. И, соответственно, Ну, там политическая зависимость. эти люди могут переступить через канонические какие-то вещи, да, для того, чтобы поддержать. Ну ничего, они станут маргиналами вместе с Третьим Римом. Ну, эта церковь знаете, это же как организм, некоторые нездоровые вещи, они появляются, потом они проходят, тем более, когда есть тысячелетняя история, то вот поэтому понятно. я думаю, что это ударит и по России прежде всего. Знаете, как она? Самый простой, первый приходящий в голову способ, как это ударит, это Афон. Россияне инвестировали в Афон сумасшедшие деньги, это святое место для них, это Мекка, да, там, скажем, для всей элиты, кстати, российской, ну, для Путина, для всех всей, православных, да. но в частности для русских. И чтобы теперь туда попасть, нужно все равно иметь общение с Вселенским Патриархом, потому что кроме шенгенской визы нужно иметь еще и... То есть они сейчас разрывают отношения с Константинополем и говорят: ребят, извините, Владимир Владимирович, мы все понимаем, но больше вот со слом тут ходить по дорожке в Афонский монастырь не будешь, как они любят. Безусловно. Да? И второе, вы же помните буквально несколько дней назад, когда дружественная, братская Греция, ну, она разозлилась, выслала 2 дипломатов, плюс 2 еще не дала возможности въезжать на территорию Греции, потому что они подкупали местное население, они давали взятки, в том числе священникам, чтобы создать такую видимость неприятия греками соглашения с Македонией, бывшей республикой Югославии, которая будет, скорее всего, называться Северной Македонией. И тогда ключевая проблема, которая не решалась в четверть столетия, будет решена, и Северная Македония станет членом НАТО. Естественно, это проблема для России, и она пытается таким способом, подкупом. Чрезвычайно важное переплетение не только религиозных вещей, а, например, диаспориальных. Для меня это тоже важно, поскольку я из мариупольских греков, но там есть такой Савидис, это ростовский грек, он член парламента Российской Федерации, богатый человек, очень, он даже владеет одной из футбольный клуб, там, футбольным клубом. Вот это человек, который, ну, у него большие деньги, но то, что он вливает в Грецию, это не совсем его деньги. И он пытается влиять уже собственно, на политику. Грекам это не очень нравится. Поэтому это хороший момент, что вот именно сейчас обострились все эти проблемы. Да, ну мы заканчиваем с этой темой. Очень интересно. Они все темы эти продолжены. В принципе, их можно обсуждать и через неделю, и через 2 и так далее. Все это в развитии очень интересно. Каждый день какие-то новости появляются. Сегодня, я считаю, тоже важная тема. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Далее МИД Украины до 30 сентября проинформирует Россию нотой о прекращении договора. Потом президент Украины внесет в Раду соответствующий проект закона, и реакция России на это уже поступило. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Давайте послушаем, что говорят наши бывшие братья. Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление. Стремление обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции, киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушить все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков. В своем антироссийском угаре украинское руководство, дорвавшееся до власти после вооруженного антиконституционного переворота в 2014 году, не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины. Исходим из того, что народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждает и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы. Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками. Ну, почти стихи. Такой белый стих, очень пафосный текст. Знаете, у меня такой жизненный опыт, что я когда слышу такой завышенный явно пафос и такие
такие превосходной степени. Мне кажется, что дела-то плохи на самом деле у ребят. Ну, мне это не нравится. Вот как твой комментарий, Саша? Ну, во-первых, началось с большой неточности. Но я не слышал, чтобы мэр города Киева Кличко, скажем так, как каким-то образом сносился с Москвой и говорил о том, что он собирается прервать этот договор, потому что, ну, здесь было сказано «киевские власти». Киевские власти – это мэр Кличко, и, то есть, как бы можно по-разному к нему относиться. Но показать и унизить украинское государство – это, как бы, ну, любимая фишка сейчас, да. Это первый момент. Второй момент, ну, конечно, там тысячелетние связи, когда в Москве там 800 с копейками лет выстраивались и братские, и прочее, прочее. И опять же, давайте не забывать, что открывшаяся правда, особенно после развала Советского Союза, о том, что какие преступления были совершены и коммунистическим режимом, а и имперские времена тоже, только в отношении этнических украинцев, я имею в виду запреты на свою культуру, на свой язык, и высылки, и постоянные войны, потому что... Не, ну это братство-то нам известно. Да, это как бы братство еще то. Я уже не говорю уже как бы за... А политическое, Саш, вот что политически означает разрыв этого договора? Вот прям какие-то примеры или, может быть, короткая выжимка. Вот что это будет значить в практическом смысле? Ну, здесь это очень важные сигналы. На самом деле и наша организация критиковала и президента Порошенко, и уже не первого министра иностранных дел, что это надо было делать раньше, поскольку как бы на самом деле мы считаем, что украинская власть запаздывает со своей реакцией, она иногда бывает неадекватная. Вот смотрите, мы начинали говорить о том, что этот договор надо было разрывать в 2014 еще году. Это было, можете посмотреть у нас на сайте, был ряд вещей, там прекратить военно-техническое сотрудничество, которое потом через полгода или понятно, больше. Это все, то есть, что как мы бы, знаем. это важные сигналы. То есть украинскому обществу, то есть это как бы на кого направлено? На украинское общество. Потому что есть какое-то количество украинских граждан, которые верят, что у нас есть гражданская война, а не вторжение России. И поэтому, как бы, ну да, вот же у нас договоры, торговля. Да, все понятно. Вот, то есть это важно, чтобы знали наши граждане. Второе, наши партнеры международные, которые понимают, что это есть вторжение и не может быть другой реакции, кроме как того, что все эти договоренности, которые есть, по большей мере декларативные, которые должны отменяться. Соответственно, ну, как бы то, что наша власть говорит, почему так долго не разрывали, это для того, чтобы сформировать претензии, судебные, скажем так, иски в отношении Российской Федерации. Но здесь как бы слабая, скажем, аргументация, поскольку как закон не имеет обратной силы, так и можно ссылаться на действие определенной договоренности между двумя странами и, соответственно, подавать в суд, что на тот момент этот договор действовал. Очень важно было, для нас вообще этот договор очень важен был, поскольку это был второй документ, в котором была зафиксирована территориальная целостность и границы, и Крым, как бы самое больное место националистов, ну и сейчас уже фактически там фашистующих в России и Украины. Но с другой стороны, есть документы другого порядка, да, есть документы, например, тот же самый заключительный акт СБСЕ 1975 года, который говорит о нерушимости границ. Нас, как государство, признали в этих территориальных границах весь мир. Единственное, что в 2014 году, 27 февраля, если мне я прошу прощения, марта была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, где 11 государств, включая Российскую Федерацию, там были такие мощные государства, как Судан, Северная Корея, Сирия, элита мира. Армения, Беларусь, Науру, там еще кто-то был. Это только 11 государств, которые признали Крым российским, остальные признали его частью Украины. Да, слышу, да. А у нас на связи глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров. Салям алейкум, Рифата. Алейкум салям. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали для зрителей телеканала АТР разрыв, указ президента Петра Порошенко о разрыве договора о дружбе с РФ. Но указом президента приостановлено действие договора между Украиной и Россией. Еще вернее будет сказать о том, что украинское государство не будет его продлевать, и таким образом оно скоро потеряет свою силу. Абсолютно правомерное действие.
главное, что мы абсолютно воспользовались всеми возможностями этого закона уже после нападения России на Украину. Во всех международных судах зафиксирована позиция Украины, отражающая брутальное нарушение Россией всех международных законов, всех возможных обоюдных договоров между Россией и Украиной, и в первую очередь этого так называемого Большого договора. И поэтому некоторые стенания тех, кто называет себя экспертами, а со стороны временно оккупированного Крыма и среды коллаборантов некоторые такие но обрадованные голоса, что, мол, мы сами своей рукой, прибрав этот договор, сделали невозможным теперь суды с Россией, это абсолютно не соответствует действительности. И второй вопрос, который я хотел задать, вторую тему поднять, она как раз про коллаборантов, вы, как и многие, кто имеет отношение к Крыму и следит за ситуацией в Крыму, следили за последними днями за конференцией ОБСЕ в Варшаве, куда привезли очень много коллаборантов, этих товарищей, бывших украинцев, граждан Украины, которые там сейчас работают на врага. Там и болгарской общины какой-то представитель, как каждый по паре, как говорится. Как вы оцениваете, чем закончилась эта полемика и столкновение, такой на самом деле бой, такой серьезный, информационный в Варшаве? Я хочу заметить, что Россия, как страна-агрессор, она постоянно пытается во всех направлениях пробить некую брешь в той изоляции, в которой она оказалась, в абсолютной изоляции, подчеркну я, в которой она оказалась вследствие вторжения и незаконной аннексии Крыма. И эти попытки осуществляются по всем направлениям, на турецком направлении, на европейском направлении. Россияне пытаются работать в странах бывшего СССР, особенно в государствах Центральной Азии. Но, разумеется, они не оставляют без внимания и международные площадки. Я не хотел бы поддержать вас в том, что они туда привезли очень большое количество коллаборантов, но некоторых наскребли, это правда. Но хочу сказать о том, что в этом году как никогда очень хорошо подготовились и все украинские субъекты, участники этого ежегодного совещания ОБСЕ по человеческому измерению. Мы провели несколько таких мероприятий и совещаний, скоординировали наши усилия с органами государственной власти и особенно с межправительственными организациями. Можно сказать, высадили свой непосредственно десант, он очень заметный. Замечу, что еще, как говорится, продолжается это совещание, и еще 21 числа будет закрытие ежегодного совещания ОБСЕ, и вы увидите там еще, новых участников с нашей стороны. Для нас было самым главным не позволить коллаборантам, привлеченным с временно оккупированного Крыма, не позволить российской правительственной делегации, на различных мероприятиях в рамках совещания дальше нести абсолютную ложь. И самое главное, чтобы они еще раз чувствовали, что на всех площадках, в любых попытках их ввести в обман международное сообщество, они будут получать беспощадный отпор. И вы видите, я понимаю, что вы следите за этим совещанием, так оно и происходит. Очень много участников и крымских татар, и украинских участников, в том числе из оккупированного Крыма, они там ведут себя очень достойно.
Да, мы видим, это действительно так, и подготовились очень хорошо. Спасибо вам, Рифат Ага, за включение. В эфире был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа. У нас остается минута, в студии мой гость Александр Хара. Вот как ты подведешь итог этой конференции? У нас минута буквально. Ну, безусловно, дипломаты наши сыграли профессионально, то есть отбили фактически по процедурным вопросам любые поползновения и попытки назвать Автономную Республику Крым Российской Федерацией. Это как бы понятно. Это не значит, что они остановятся, они будут продолжать, чтобы делать видимость того, что в Крыму все нормально. Соблюдаются права национальных меньшин, там же притащили и крымского татарина, и там какой-то как бы неправительственной организации, которые, мы понимаем, что в Российской Федерации неправительственных организаций не под контролем ФСБ не бывает, и поэтому понятное дело, что они как-то будут использовать. То есть как бы это уже должно быть фоном. Да, хорошо, дипломаты сработали, но мы должны привыкнуть. Мы не знаем, сколько будет оккупирован Крым, когда мы сможем его вернуть назад. Однозначно, что при этом режиме и ближайшем, скажем, те, кто может поменяться в Кремле, этого не произойдет. Но может быть благоприятная ситуация, когда будет смена режима, но к этому надо готовиться, это и есть великая проблема. Это не только дипломаты, наши военные, наша экономика, все должны быть готовы к тому маленькому окну возможностей, которое у нас однозначно будет. Спасибо, Александр. У нас в студии сегодня был Александр Хара и много интересных включений. Смотрите АТР, у нас бывает интересно.